представляем интервью с режиссером Алмазом Сатреевым, который ставит в нашем театре бэби-спектакль. Этот вид жанра, так скажем, или театр еще пока не настолько распространен, не сильно известен широкой публике, поэтому, Алмаз, хотим вас попросить рассказать, что такое бэби-спектакль. Ну, в основе, как понятное название, бэби-спектакль – это спектакль для самых маленьких зрителей. Да? То есть, идея заключается в том, что достаточно, можно сказать, давно, в 70-х годах до прошлого года, в мире было обнаружено, что детей самого раннего возраста, до 3 лет еще, можно приобщать к искусству, к художественным процессам, да, как полноценных зрителей, только немножко через другие формы. Да, потому что классическая форма драматического театра, да, которая доминирует в России, и на ней построен театр юного зрителя и даже театр кукол, то есть она не подходит для восприятия этой аудитории. Потому что вот в силу особенностей специфики восприятия, да, то есть этой аудитории ближе, скажем, ближе современный театр, по сути, да, потому что есть там такие принципы, форматы, как бессюжетность, бесконфликтность, бестекстовость, и вот в формате современного театра это реализуемо, и если при этом заниматься искусством, да, то есть оказывается, что маленькие дети это очень хорошо воспринимают, да, то есть они способны воспринимать, погружаться, повторять, да, то есть вот как бы, внутри этих процессов, и им не скучно. Вот, конечно, есть свои нюансы, вроде как, то есть как бы, тут нужен специальный темпоритм выстроенный, да, то есть специальный как бы способ актерского существования абсолютно другой, чем в театре юного зрителя или в театре кукол, да, уж не говоря о драматическом взрослом театре. Вот. Но если это все учитывать, то получаются такие действительно настоящие спектакли, да, можно сказать, серьезные спектакли, но для самых маленьких. То есть возрастное ограничение 0 плюс 3 года, да? Ну, то есть основная идея, чтобы мы смогли детей, вот, может, буквально там, как бы с рождения, да, уже приобщать к искусству. Там есть некая градация. В мире вообще делают градацию, там могут делать там от 0 до года, от года до 2, от 2 до 3, от 3 до 4. Но у нас пока нет такой степени приобщенности к этому театру, чтобы мы могли себе позволить вот прям выделить такие градации. Поэтому мы делаем такие спектакли, которые 100% могут дети вот от 1 года воспринимать до 3, и от 3 до 6 они тоже обычно с удовольствием смотрят, потому что это новая форма, и потому что мы делаем так, чтобы было и чуть более старшим интересно. То, что касается спектакля, который пройдет именно в Тинчуринском театре, вот, на какой сюжет он основывается, какой он будет? Он будет без слов, я так понимаю, да, бэби-спектакль? Бэби-спектакль, вот то, о чем я говорил, бессюжетная, бесконфликтная, бестекстовая драматургия, то есть она как раз подразумевает вот эти принципы, да, то есть сюжета в классическом понимании нет. Да, то, что обязательно должно идти развитие событий, какой-то сюжет, который можно пересказать словами, да, там, если что-то убрать, то это, сюжет рушится. То есть спектакль, он в формате такого процесса на сцене, да, то есть творческого исследования через игру, да, там, может быть, даже там, взрослого мира. Вот. Но сюжета определенного заранее нет, спектакль вот он так выстраивается вот, как бы в процессе этого исследования, да, ближе там, к теме перформанса, хотя он от и до, там нет импровизации, все заранее простроено, да, во время репетиции мы простраиваем. Вот. И просто мы берем какую-то определенную тему и в формате игры ее как бы разрабатываем. По поводу текста, то есть текст, опять же, в понимании, что какие-то вот идет монологи или диалоги между артистами прописанные, да, его тоже нет. То есть в спектакле могут использоваться слова, но эти слова так, чтобы они не мешали воспринимать тому ребенку, который еще что не умеет разговаривать, да, то есть как бы, он не потерял суть происходящего, то есть они как бы имеют больше как бы дополнительный эффект, да, там какой-то как эмоциональную оценку через слова, да, можно усилить, да, то есть как бы герои как-то что-то выражают, да, и дети как бы эти слова действительно могут запоминать. Вот. Но такого, что прям прописанный текст, да, такого нет. Знаете, почему я задала этот вопрос? Меня вот интересовал, на татарском языке он будет или на русском, или вообще без слов. Потому что сейчас многие татарские театры за пределами Татарстана, которые функционируют, они ставят детские спектакли на русском языке. Они это мотивируют тем, что дети не понимают татарский язык. Но у этого есть как бы вторая сторона медали, проблема. Если театры будут воспитывать детей на русском языке, то когда эти дети вырастут, у татарских театров не останется вообще зрителя, понимающего
на татарском языке. Вот вы к этой проблеме как относитесь? Ну, я с вами согласен, да, в этом плане, что есть такая проблема, да, то есть как можно с ней работать, поэтому как бы это не первый наш как бы далеко опыт постановки такого спектакля в Национальном театре. И мы решали его как? То есть либо мы делаем, да, бестекстово, либо мы делаем, что слова, которые они произносят на татарском, да, либо идет дублирующий эффект, когда и на татарском, и на русском, чтобы мы не потеряли аудиторию, да, то есть там, какую театр как бы опирается, чтобы он был, как сказать, билингвальным, да, то есть как бы и повторение одних и тех же слов как бы на татарском, да, то есть у ребенка закрепляет как раз усвоение, да, и татарского, и русского языка, ну, вообще языка, которым он впервые, может быть, ознакомлен. Здесь мы планируем идти потом по тому же принципу, то есть мы, с уважением относясь, да, к театру, да, то есть вот, к национальной культуре, мы планируем в первую очередь делать акцент именно на какие-то на татарские слова, да, то есть и вообще мы хотим поработать над тем, чтобы спектакль, да, то есть получился тоже национальным, да, поскольку мы здесь присутствуем. У вас вот есть несколько образований, вы и филолог, и психолог, и режиссер. Как образование психолога помогает вам в вашей работе, в постановке детских спектаклей? Ну, непосредственно, потому что как раз-таки делать такие спектакли можно только с пониманием психологии восприятия детей самого раннего возраста. Да, то есть и со временем, да, то есть ты как бы начинаешь уже автоматически, интуитивно это чувствовать, да, то есть на что действительно, что способно удержать внимание самого маленького ребенка, а что не способно. И тут надо понимать какие-то базовые основы психологии, да, что как раз-таки в самом раннем возрасте он находится вот в этом состоянии некого тотального переживания, исследования мира. Он как бы практически все там, о чем видит в первый раз. И, соответственно, так на все реагирует, как в первый раз. Да? И, соответственно, те артисты, которые у нас на сцене существуют, да, то есть они должны все воспринимать так, как будто они с этим впервые знакомятся. Да? И это значит тотальное переживание знакомства впервые, да, то есть оно несет достаточно глубокую, ну, как бы тоже эмоциональную выраженность. Вот. И мы, как бы это учитывая, да, стараемся тоже это моделировать, и таким образом взрослые вдруг становятся интересны и понятны самым маленьким детям. То есть и не на уровне какого-то смысла, сюжета, который доносим, а просто на уровне вот, манеры поведения. Насколько мне известно, вы, можно сказать, единственный режиссер в Татарстане, который продвигает вот эту идею бэби-театра, ставит эти спектакли. Как вот вы оказались в Тинчуринском театре? Это была ваша инициатива или вас пригласили? Я достаточно давно знаком с главным режиссером Туфаном Рифовичем. Вот. И идея постановки такого спектакля для самых маленьких у нас зародилась достаточно давно, да, то есть еще тогда, когда он работал как по предыдущему месту работы в Казанском театре юного зрителя. Вот. Ну, там по определенным обстоятельствам, как сказать, нам не удалось дойти, да, до конечного результата. Вот. Но здесь, когда он перешел сюда, то есть он в первую очередь сам вышел на меня, да, и как бы обговорил как раз вот такое предложение, сделать вот спектакль вот в таком формате, да, и я на это откликнулся с удовольствием, потому что мне это было интересно, да, то есть у меня тоже как бы большой сейчас опыт, большое количество идей, вот, и вот таким образом. Еще такой вот вопрос у меня. Насколько я знаю, первый бэби-театр в республике, он был построен в Мензелинском театре, но, казалось бы, Казань, столица, в авангарде театрального искусства. Как так получилось, что вот этот жанр, он не из Казани начался, а с района, так скажем? Не хочу произносить слово провинции, но с района. Ну, жизнь так распорядилась, скажем, потому что предыстория этого какая, да, то есть, по-моему, где-то в годах 2007-2008, да, то есть у нас проводилась творческая лаборатория «Свободная сцена», да, при поддержке СТД-РТ, куда были приглашены специалисты из Москвы, да, и которые занимаются как раз современным театром, да, то есть из центра Мирхольда и так далее. И они давали образовательную программу для директоров, там, художественных руководителей как раз театров Татарстана. И вот так оказалось, что там оказался директор Мензелинского театра, да, на тот период Роберт Шахиневич. Вот, то есть, как бы они воочию присутствовали при том, как вот рассказали, что вот есть такой театр, показали такие примеры, да, то есть только они посмотрели, как бы, ну, на тот момент не совсем было понятно, потому что там был предложен международный опыт, да, насколько он применим к нам, к России, которая привыкла к совсем другому театру.
Вот. Меня же эта идея зацепила, да, то есть я стал продумывать какие-то варианты, да, потом я в течение 5 лет ездил в Москву, учился, да, у там, европейских международных специалистов, да, по этому жанру, и у меня возникла идея вот такого спектакля, посвященного татарскому орнаменту. Вот. И поскольку вот у нас завязался контакт с директором, да, то есть первый, кому я предложил, это был он, вот, и, как сказать, он как-то на нее очень живо откликнулся, фактически сразу предложил мне как бы, ну, вот на территории театра начать разрабатывать эту тему. Вот. А так попытка у нас была, как я с Туфаном Рифовичем до этого еще попытка через русский театр, да, ну вот она как-то не сложилась, не развилась. Но спектакль, который пройдет в нашем театре, он имеет еще одну особенность. Он, помимо того, что бэби-театр, он еще и инклюзивный театр. Можно, да, его так назвать? Да, Инклюзивный да, театр. безусловно. Один из действующих главных ролей, или не знаю, каких ролей, человек с ограниченными возможностями, извините, играет, да? Вы вот не боитесь, что бэби-театр — это что-то новое, инклюзивный театр — это тоже что-то новое, еще не настолько привычной публике, а вы вот уже два этих элемента объединили в одном спектакле. Как зритель это воспримет? Не столько дети, а сколько, может быть, их родители, например. Не боитесь критики? А вот нам почему и важно показалось запустить именно этот проект, потому что это новый этап развития бэби-театра как такового, который, в принципе, еще даже в мире не произошел. То есть, здесь в данном случае мы становимся уже не просто страной, которая перенимает, да, то есть опыт, да, давний, международный, а мы предлагаем что-то свое. Это новая инновация, и это как раз новый этап развития как бы российского театра, бэби-театра. Вот, и нам показалось это важно. И нам показалась очень важна эта тема, потому что и интересно как раз-таки в том, что дети маленькие, того, на которые мы рассчитываем, они не будут рассмотреть на этого артиста, как на обычного актера инклюзивного театра, да, смотрят в театре, да, то есть, ну, с некой такой долей понимания, да, что вот у него ограниченные возможности, хорошо, что он самореализуется и так далее. Вот нашему маленькому зрителю, да, то есть, как бы, ну, там, грубо говоря, это будет безразлично, потому что они не знают еще нормы, да, и им будет интересно, вот, насколько хороший спектакль, они будут смотреть, да, интересно он себя на сцене ведет, реализует, они будут смотреть, неинтересно, соответственно, они не будут, и, как говорится, им, как бы, безразлично, да, то есть до каких-то там его особенностей. И нам показалось это как раз важно, что таким образом сделать такой спектакль, который бы дети смотрели с удовольствием, а родители, глядя на это, сами меняли отношения, потому что у нас вот эти барьеры по отношению, да, то есть как бы они возникают уже потом с возрастом, да, то есть вот какое-то вот такое отстранение, боязнь, страх. У маленьких детей этого нет. Вот, и глядя на это, родители как-то меняли свою точку зрения, потому что на слуху еще история, которая прошла в Петербурге в прошлом году, да, когда ну, там, на детской площадке взрослые там, возмутились присутствием детей с ограниченными возможностями на детской площадке. Да. Вот. И нам как раз было тогда важно такой сделать спектакль, показать, что маленьким детям, да, вообще наоборот, инклюзия здоровым детям полезнее, чем даже детям с ограниченной возможностью, потому что они как раз знакомятся, да, тоже таким образом с разнообразием мира, потому что вот мир он вот такой. Разный. Да, мир он разный, да, и как бы со всем этим придется сталкиваться, да, и если это в этом плане, то есть они будут как бы, ну, как бы без барьеров, без лишних ограничений, да, без лишних страхов. Ну, приоткроем завесу тайны для нашим зрителям. Артист с ограниченными возможностями — это Алексей, пианист, родом из Татарстана, да, у него нет кистей рук, тем не менее он играет на пианино. Какова роль в спектакле будет у Алексея? Он будет как музыкант выступать? Он будет и как и музыкант, и как актер. То есть, да, то есть вообще, в принципе, мы делали спектакль, исходя из него, отталкиваясь, да, от него, да, то есть поскольку он музыкант, мы делали такой спектакль про музыку как способ мышления, как способ восприятия мира через звуки, так сказать, каким-то образом в художественной форме, передавая его взгляд восприятия этого мира, его жизненный опыт, который позволил ему из человека с ограниченными возможностями, да, наоборот, превратиться в такого уникального человека, да, то есть возможности которого как бы, так вот, как бы даже превосходят возможности обычного человека. То есть это же вот некий определенный как бы способ взгляда на мир.
Вот. И вот об этом мы делаем спектакль, и Алексей, конечно, играет в этом важную роль, и мы стараемся, у нас двойная задача, не только актеров научить существовать в новой форме существования, да, это как бы актера театра для самых маленьких, но Алексею научиться существовать уже как актеру, не просто как музыканту, который играет на сцене, да, но как-то существовать на сцене уже вот, ну, в таком, как сказать, актерском амплуа. А как вы познакомились с Алексеем? Как узнали его историю? Вот как раз через Туфана Рифовича. То есть, да, то есть как бы он был в курсе, да, как бы он, видимо, был знаком, да, или где-то услышал про эту историю, да, то есть, и он, соответственно, как бы мне предложил вот связаться, да, то есть и придумать, ну, пообщаться, предложить сотрудничество, и вообще придумать такой спектакль, каким он мог бы быть, да, для такой аудитории, да, потому что это одно, как говорится, поставить классический спектакль, да, то есть поставить спектакль для самых маленьких инклюзивно, я говорю, не имея никакого такого опыта вообще, в принципе, в мире, да, то есть это вот такая как раз творческая работа, как сделать такой спектакль, в котором он смотрелся бы органично, да, и этот спектакль не уступал бы другому, любому профессиональному спектаклю. То есть совместить инклюзию и бэби-спектакль, это была идея Туфана Имамудинова? Да, Туфан Рифович предложил. Этот спектакль, он единожды будет показан или он войдет в репертуар театра? Какие планы? Ну, вообще изначально планы на него были большие, да, что как бы сейчас спектакль будет пользоваться успехом, что спектакль войдет в репертуар. Да. Ну, мы вот как раз находимся в том зале, где будет проходить спектакль, да, он небольшой. На сколько человек, на сколько зрителей он рассчитан? Ну, вообще по классике, да, то есть поскольку бэби-спектакль это камерный спектакль, да, то есть обычно мы стараемся там ограничиваться количеством детей, да, в первую очередь, там от 20 до 30 человек. Да? Вот. Остальное это, понятно, их родители, потому что маленькие дети как бы здесь не находятся, да, на спектакле одни. Поэтому мы смотрим, как бы мы предполагаем рассадку там от 40 до 60 человек. Вот. При том, что акценте, что, ну, может быть, детей там 20, да, а остальное там родители, плюс какие-то там, ну, социальные педагоги, да, то есть творческие люди, тем, кому интересно, кто занимается темой инклюзии, да, то есть чтобы как бы им еще оставалось место, чтобы происходил в то же время еще такой образовательный процесс. Вот мы как бы так рассчитываем, в принципе, мы предполагаем, что когда вот здесь все как бы уже пространство, да, то есть мы разграничим, да, то есть это вполне возможно. У меня еще такой вопрос. Когда общаешься с журналистами, приглашаешь их в данной ситуации, ну, в сегодняшних реалиях на мероприятии, они говорят, ну, сейчас пока нам не до этого. Вот вы не боитесь критики или вот как считаете, в такое непростое, сложное время, которое сейчас в мире, в стране в нашей, нужно ли продолжать заниматься творчеством или вот не до этого пока? Как считаете? Я даже не знаю, какой. Я просто себе не представляю такой период, да, когда не нужно было бы заниматься творчеством, да, потому что творчество это как раз то, чем мы развиваем свою душу, да, и развитая душа человека, она как раз позволяет ему выбираться из таких ситуаций, а еще лучше не вступать, да, в такие ситуации, как бы, мы считаем это в первую очередь необходимо, да, и какая бы ни была ситуация, да, то есть самые маленькие дети, да, то есть это самые, как говорится, беззащитные, да, и тот зритель, который всегда будет нуждаться в поддержке взрослых и родителей, да, они могут даже не осознавать, да, вот, но лишать их права доступа, да, к развитию, да, то есть это негуманно как бы в любое время. Я считаю, поэтому это очень актуально, потому что всегда в первую очередь мы тоже думаем о будущем наших детей, да, чтобы они были счастливы. В каких числах пройдет премьера спектакля? Как сказать, у спектакля есть несколько этапов, да, то есть мы как бы определили себя вот что конец марта, где-то начало апреля, там даты будут определяться. То есть мы проводим сначала предпремьеру, показ, как бы есть такая практика, называется в бэби-театре апробация, да, когда мы еще не полностью готовый спектакль показываем на детскую аудиторию, для того, чтобы, ну, сверить наши ощущения, наши ожидания, восприятия от их реальной реакции. Потому что, понимаете, да, то есть как бы 100% это невозможно предугадать, да, вот, нам кажется, это должно сработать, но все равно какие-то могут быть погрешности. И вот после того, как мы получили, да, то есть там у нас остается какое-то время, и потом спектакль уже дорабатывается, что убирается лишнее или что-то меняется и так далее. Вот, и получается вот такая полная премьера. Поэтому...
Вот на бэби-спектакле «Орнамент» в конце дети сами становятся участниками этого всего процесса. Они выходят на сцену, собирают орнамент, что-то рисуют. Здесь что-то такое предполагается, или здесь дети будут исключительно как зрители? Нет, обязательно. То есть это в принципе как бы вот формат того, да, международный формат бэби-театра, он подразумевает вот такую именно структуру, что есть первая часть, где она больше визуальная, дети только смотрят, и таким образом мы делаем так спектакль, чтобы им было интересно только смотреть этот спектакль, и даем им, может быть, первый опыт их зрительского существования в жизни, да, чтобы полчаса удержать их внимание. Ну, как бы это не просто. А вторая часть, мы понимаем, да, опять же, психологию ребенка, что ему важно самому все потрогать, исследовать. После того, как мы показали, мы приглашаем на сцену, и ребенок сам уже может повторить то, что делали исполнители, то есть новому, чему он от них научился, поисследовать, да, то есть и что-то свое, может быть, найти, да, и вместе с артистами, то есть мы будем, то есть если у нас спектакль музыкальный, то мы потом пригласим сюда детей и попробуем вместе с ними что-то здесь посочинять, какую-то музыку, или как минимум дать им все это исследовать. Это пространство, которое, в принципе, было задумано изначально для того, чтобы они тоже могли с этим соприкоснуться, и им было это интересно. Какие-то еще планы есть у вас с Тинчуринским театром в дальнейшем? Ну, после этого спектакля еще что-то планируете? Пока на данный момент говорить о жестко определенных планах я не могу. Вот это первый наш опыт сотрудничества, нам надо его закончить вообще, да, то есть у нас в планах потом был процесс, как продумать гастроли этого спектакля, чтобы не только в Казани люди, да, но и по Татарстану могли познакомиться, потому что не все могут сюда приехать, да, с маленькими детьми, там, хотя есть практика, что едут там за час, за полтора, да, ну, допустим, в каких-то городах, там, Альметьевск, Нижнекамск, Челны, там они не поедут 4 часа смотреть, чтобы можно было бы эти показы сделать там по республике. Вот. Есть еще другие проекты, но они пока на уровне там разработки как грантовые проекты, да, то есть это тоже грантовый проект, он осуществлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вот. И если подобные проекты тоже как бы они пройдут одобрение, да, то есть вполне возможно мы будем делать еще что-то. Узбекистан тоже, да. Вы родом из Узбекистана? Да, то есть я родился в Узбекистане, вот, но поскольку родители у меня родились в Татарстане, там они просто вот работали во время, да, там, Советского Союза, то как бы там где-то в возрасте 16 лет, то есть как бы переехали обратно сюда, и я здесь уже живу 20 лет, можно сказать, с 2000 года. То есть можно сказать, что вы выросли в Татарстане все-таки? Ну да, то есть как бы я получал образование, да, то есть уже как бы высшее, да, то есть там свои высшее образование уже в Татарстане, да, в Казани. Вот, ну, поскольку речь зашла об Узбекистане, театр тюркских республик, скажем, тюркских народов, и есть такой жанр бэби-спектакль? Ну, он получил такое распространение, или татары пока впереди? Ну да, если говорить о странах СНГ, то слабые очень, да, потому что я вот общаюсь с рядом театров, да, там с Таджикистана, да, с Узбекистана, потому что мы проводим различные фестивали, в том числе в направлении бэби-театра, да, то есть мы открыли ассоциацию, которая бы способствовала развитию этого жанра, да, и предлагаем театрам такие различные совместные проекты, да, то есть там разработку бэби-инсталляций в театрах, постановку спектаклей, какие-то творческие коллаборации. Вот, исходя из этого общения, я знаю, что пока не очень сильно развито, да, но вот именно в Татарстане я уже с 2018 года очень плотно занимаюсь этим, развитием этого направления во всех театрах, уже во многих театрах. Я считаю, что на данный момент театр у нас, Татарстан, находится в лидерах как раз, да, по России, да, по развитию бэби-театра, потому что такого количества, да, то есть на количество государственных театров бэби-спектаклей у нас, да, пока, мне кажется, нет ни в одном регионе. Но если мы говорить, опять же, о бэби-спектакле как о чистом жанре, вот то, о чем я говорил, да, то есть по принципу там, бесконфликтной, бессюжетной, бестекстовой драматургии. Ну, я вот все-таки хочу вернуться еще раз к тому вопросу, к той проблеме, когда татарские театры за пределами Татарстана ставят детские спектакли на русском языке. Вот вы, как режиссер Национального театра, могли бы дать им какой-то совет? Все-таки, вот, что им делать в данной ситуации? Они ставят детский спектакль на русском языке, мотивируют это тем, что дети не понимают на татарском, но не учитывают тот факт, что они
в будущем у них вообще не будет зрителя? Какой совет могли бы вы им дать? Ну, я не берусь, да, то есть в роли такого советчика, да, то есть я могу только сказать, да, в плане своего опыта, да, то есть что если ситуация складывается вот таким образом, всегда можно найти какой-то выход, потому что, как сказать, я разрабатывал, да, то есть такие проекты, да, которые, допустим, билингвальных спектаклей, да, и для более взрослых аудиторий, да, который он идет и на русском, и на татарском, и как раз в этом идея, что мы совмещаем, да, там, допустим, две культуры, два фольклора, да, так, чтобы аудитория могла, даже вот, ну, русскоязычная аудитория, да, то есть знакомиться как бы с татарской культурой, да, и наоборот, мы как бы, и обратный процесс тоже происходил, да, потому что, каковы ни были вопросы, самое главное, я считаю, что это вот возможность как бы доступности детей быть приобщенным к творческим процессам художественным. Вот это важно, да. И как бы ни было, да, то есть этим вопросом нужно заниматься. Это важная история. Такой глобальный вопрос тогда. Все исходит из того же вопроса. С учетом вот ассимиляции, которая происходит, с учетом глобализации. У татарского театра есть будущее? Через 20 лет, через 30 лет татарский театр будет существовать? Конечно, я считаю, да. Если за последние 20 лет, да, с ними ничего не случилось. Это зависит от того, насколько татарский театр сам захочет существовать. То есть в плане того, что все равно существование – это некое развитие. Да? То есть, и если татарский театр будет открыт к новым формам, они будут появляться в татарском театре и уже закрепляться как новая татарская культура. То есть это, как говорится, то есть вот там в Англии, да, то есть был Шекспир, да, ну вот классическая английская культура, да, вот. Но потом появился Битлз, да, то есть где Шекспир же, где Битлз. Но потом же Битлз сейчас уже стал, как бы, это культура классическая, это уже классика. Вот как бы надо не бояться вот этого развития, да, этого стремления, этого поиска, то есть, ну, как бы не отставать, да, активно перенимать, да, и предлагать что-то свое, чтобы существовал как бы некий творческий энергообмен, да, и, ну, как бы, и тогда все будет хорошо. Хорошо. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем интервью. Спасибо, Алмаз, за интересную беседу. Спасибо вам за ваши вопросы, за ваш интерес.